Еўрарадыё.фм. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. Моя сённяшняя госця, спявачка, кампазітар Ірына Катвіцкая. Прывітанне, Ірына. Вітаю. Ірына сёння да нас завітала, скажем, не з пустымі рукамі. Гурт Ірына плюс Варсоба вось-вось падрыхтаваў ужо да выхаду новы дэбютны альбом, і сёння мы будзем слухаць два трэкі з гэтага альбома. Так. Ну, па-першае, я віншую з тым, што нарэшце будзе той самы дэбютны альбом. Потому что, ведаешь, такое ўражанне, што вы з Лёшам Варсобам працуеце ўжо там гадоў 10, 100. так, а можа нават 100, і што, ну, реально ўжо у вас мусіць там, ну, песні ж выходзілі, і заўсёды думаеш, так, а што хіба не было альбома, бо ўжо ўражанне, што, ну, ўжо шмат чаго выпускалася, і альбом, напэўна, мусіць быць. Раскажы тады пра кружэлку. Ну, ён зараз толькі рыхтуецца, мы падрыхтавалі ўсе запісы, дамовіліся па дыстрыб'юцыі з амерыканскім лейблам, і гэта, я так разумею, адбудзецца праз 3 тыдні, ўжо на ўсіх інтэрнэт-пляцоўках iTunes, Amazon, Apple Music адбудзецца прэм'ера нашага альбома, яго можна будзе і паслухаць, і набыць. Ну, і для нас гэта был дуэт Агата, з дуэт Агата мы ператварыліся ў гурт Агата, потым мы перайменаваліся на Варсоба, потым мне параілі далучыць гэта маё імя, каб была больш ідэнтыфікацыі з маёй асобай, з маім вакалам. Ну і зараз это будзе гурт Ірына і Варсоба. Пра кружэлку саму распавядзі, колькі трэкаў туды ўвойдзе, наколькі гэта будзе адпавядаць таму, што ўжо слухалі, так, слухачы, чулі слухачы, вось, напрыклад, з таго EP, які выходзіў. Так, гэты 4 трэкі, які былі на EP, яны туды ўваходзяць. Гэта будзе альбом з 8 кампазіцый. Гэта будзе 7 кампазіцый гурта. І адна кампазіцыя гэта будзе спевы акапэла. Мы вырашылі, што гэта будзе вельмі цікава для кантраста. У нас такія багатыя вельмі фактуры, таму што і акардэён, і бузукі, і бас-гітара, і ўсё гэта з лайфлупінгам і эфектамі. І на гэтым фоне адзін трэк, які гучыць акапэла, і ўсё, і там больш нічога няма. Ну, вырашылі, што гэта будзе такі таямнічы ход. Гэта будзе 8 трэкаў. Як альбом называецца? Альбом будзе называцца «Разок», наша любимая песня, якая так і называецца «Разок». І сёння я хацела прэзентаваць 2 песні, якія яшчэ ніколі не былі ў запісах. У нас ёсць толькі такія лайв з канцэртаў запісы, відэа. І гэта будзе песня «Сокал» і «В'янецку». Давай адну з іх паслухаем прямо зараз. Добра. Калі ласка. Постали до моего брата в оконе, тот Сельянецку постали до моей сестрички в оконе, тот Сельянецку постали до моей мамуси в оконе, тот Сельянецку постали до моего ойца в оконе, тот Сельянецку постали до моей коллеги в оконе, тот Сельянецку постали до моего яся в оконе, тот Сельянецку, тот Сельянецку, тот Сельянецку постали, тот Сельянецку, тот Сельянецку, тот Сельянецку, тот Сельянецку, тот Сельянецку, тот Сельянецку постали, тот Сельянецку постали, тот Сельянецку постали. Гэта трэк з будучага альбома Ірыны і Варсобы.
Ірини Катвіцкай, Алексея Варсобы і астатніх музыкаў, якія бяруць удзел у праекце. Альбом будзе называцца «Разок», ну а песня гэта «Венецку», так? Да, гэта «Венецку», гэта вясельная польская песня, она такая вельмі вядомая на Польшы. Но мне она вельмі спадабалася, я ее пачула на міжнародных фестывалях. І ну, она такая вельмі моторная. І мы ее зрабілі ну, таким ужо карнавалам. Американская некая такая Да. песня с хором, прям некий госпел. На ламбаду она у нас похожа. Ну так, нешта есть дакладна. Слухай, ну як вы увогуле песні складалі, як вы іх падбіралі? Так, чаму менавіта гэтыя трэкі вось склалі дэбютны альбом? Бо дэбютны ж альбом это ўсё ж такая ўжо канкрэтная заявка, тым больш што у вас ужо, я так разумею, што Амерыка падключаецца неяк да прасоўвання вашай музыкі. Мы выбирали треки, которые бы хорошо были бы показаны на фестивалях. То есть это абсолютно такая моторная танцевальная музыка. Мы создавали сет в прошлом году летом для Карпатского фестиваля украинского в Карпатах и поняли, что, конечно, людям очень нравится танцевать. Если ты их уже взял вот этой вот магией танца, тогда можно показывать все, что угодно. А у нас, конечно, есть много чего, что можно показать. Это и вещи очень такие таинственные, магические, проникновенные. Например, я сейчас выступала сольно на фестивале в Италии. Это один из самых таких крупных фестивалей в Европе по современному искусству. Я единственная там представляла Беларусь, и у меня был сольный перформанс акапелла 55 минут. Когда я увидела отношение итальянцев к этому искусству пения акапелла, я, конечно, была очень поражена. У меня, во-первых, это был впервые опыт 50 минут акапельного пения, то есть без инструментов. Скажу, соправды, так, да, это был вызов. ураживает. Это был вызов. Концерт происходил в 11 ночи, я закрывала фестиваль как хедлайнер на площади города, где вообще-то open-air, и там такая тусня. Люди заходят, выходят, ну, потому что это площадь города. И вот когда мы увидели, как люди заходят, и они не уходят, они остаются и друг на друга шикают в случае, если кто-то захотел поговорить или там невзначай бокалом стукнул о камни. И в такой вот полной тишине люди слушают белорусский фольклор, говорят мне потом, что это была просто какая-то фантастика, они погрузились абсолютно в мир магии, они меня действительно на полном серьезе интересовались, являюсь ли я шаманом. Я им, конечно, сказала, что да, по словам нашего великого гуру и шамана Ивана Кирчука, я являюсь мастером. И вот это вот отношение к звуку, к голосу, к акапелла, оно меня вообще немножко, ну, как бы повернуло. То есть наш альбом, он танцевальный, но вот этот трек, который туда войдет, акапельный, он, наверное, вот все-таки даже большей частью символизирует наш фольклор, чем, может быть, даже остальные треки. Остальная наша музыка уже давно вышла за рамки как бы белорусского фольклора, потому что, во-первых, инструменты аккордеон, бузуки — это не, да, не совсем традиционные белорусские инструменты, скажем прямо. И когда мы сами много путешествуем по разным фестивалям, мы очень много слушаем, что сейчас происходит в мире, в европейской культуре. И ну, я думаю, за счет того, что у нас есть эта возможность выступать и слушать других исполнителей, мы больше погружены уже в такие универсальные течения. Як ти думаєш, Ірина, ось, наприклад, там 90-ті, так, початок 2000-х, так, сапраўды быў вялікая цікавасць да фальклора, да этнамузыкі, да мадэрновых розных плыняў, звязаных з фальклорам. Вось цяпер яна ёсць дагэтуль, ці ўсё ж нейкім чынам яна так вось паслабела, і з чым гэта звязана? А я не уверена, что она ослабела. Я думаю, что как раз-таки вот в информационном поле ее стало больше. Но это такое дело инициативы частной. То есть, например, если мы видим, что есть частные инициативы, такие там, как курсы «Мова на новое», это все равно, пусть общественная организация, но это инициатива одного определенного человека. Если мы видим, как Сергей Долгушев создает фестивали, да, это, конечно, ну как бы комьюнити, но это все равно частная инициатива. То есть я думаю, что просто есть несколько людей, на которых это держится, и поэтому это не масштабная вещь.
Но как она может развернуться в будущем, я даже не могу предположить. Но мне не кажется, что сейчас такой плохой период для фолька в стране. Мне кажется, он как раз-таки очень такой, тем более очень много в коммерции начало быть связанным с белорусскими узорами, с какими-то белорусскими мотивами. Но я Да. маю на увазі менавіта музыку ўсё ж. Ну, мне не кажется, что это какая-то эпоха отражения, и мне не кажется, что это занепад. То есть я думаю, что оно такое с открытым таким вопросом, может вытекать и дальше во что-то больше, может оставаться на таком уровне. Слухай, розповідzi мені ще, калі ласка, про починається. Я сьогодні не займалася. Я зрозуміла твоє питання, Маша, дякую. Про дистриб'юторів, так, американських, як ви на їх вийшли, ввогуле, про їх цікавість до вашої музики? Ну, мы, конечно, все знакомимся в Фейсбуке, это понятно. Мне порекомендовал этот лейбл несколько человек, которым я, в общем-то, доверяю. И потом, естественно, собирала информацию, кто эти люди, что они делают, с кем сотрудничают и так далее. А те условия, которые нам предложили, они нам очень понравились. Естественно, это представление на там, более 40 магазинов, самых главных интернет-площадок, и еще целый пакет к этому услуг, в том числе и ротация на радио в различных странах. У різних країнах. В разных краинах. Мы сотрудничаем довольно давно, то есть я еще подписала с ними договоренности, у меня года 3, наверное, уже как. Они презентовали мой альбом «Этнофантазию», они презентовали дуэт, который у нас был с Алексеем Варсобой, дуэт «Агата». И вот я думаю, что сейчас это для нашей группы будет хороший вариант для того, чтобы люди в мире послушали нашу музыку, и для того, чтобы мы тоже себя сравнили, поняли, в каком мы точке этого музыкального мира находимся. Слухай, ну раней ти вялікую ролю удзяляла творчасці сольнай. Зараз ты Нет, это все идет параллельно. паралельна ідзе, Да, да? гэта ідзе Просто што паралельна. была этнофантазія, я вось згадала, што быў паралельны альбом. Это такие очень параллельные вещи, тем более, что у нас проект довольно свободный, у нас очень мало выступлений, концертов, и мы пока этим, в общем, вплотную не занимались, такой, именно деятельностью концертной. Поэтому каждый из персонажей в нашей группе имеет очень много своих проектов и очень, все свободны в собственных воплощениях. То есть у нас довольно свободный союз, так скажем, знаешь, есть такое понятие «открытый брак». Ну вот у нас группа — это такой открытый брак. То есть у Лёши есть свои проекты, у Андрея Пановича свои, у Ильи Дягиля тоже свои. Олег Вайтулевич сейчас учится в Польше, у него тоже свои есть какие-то проекты, идеи. Я последние 1,5 года даже занималась не столько, может быть, сольным проектом, я занималась фолк-терапией. И в нашем реабилитационном центре для детей-инвалидов я разработала эту методику. Она прошла все утверждения в министерствах, ее долго очень рассматривали. Швейцарское посольство в Беларуси поддержало нас финансово. И вот уже около 2 лет я прихожу в центр, это как благотворительный такой проект. И за эти годы, как мы недавно считали, 153 ребенка получили такую помощь в комплексе реабилитационных таких услуг. И многие из этих детей, с которыми я работала, они для себя впервые открыли мир музыки. Многие люди и дети, они из деревень, где вообще нету музыкальных школ. Так, Ірина, я просто вимушена зараз націснусь на паузу. Я Зараз зрозуміла. новини, ми літерально праз 1,5 хвилинки вернемся у студію. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі.
Агентство РБК выявіла 17 дзяржаваў, якія разам завінаваціліся Расіі каля 27 мільярдаў долараў, і найбуйнейшай даўжніцай Расіі аказалася Беларусь – 7,5 мільярдаў па стане на 1 чэрвеня. Такую лічбу журналістам назвалі ў Міністэрстве фінансаў Беларусі. У тройку найбуйнейшых даўжнікоў Расіі ўваходзяць таксама Украіна і Венесуэла. У Санкт-Петербургу у рацэ Сярэдняя Неўка ў 200 метрах ад другога Ялагіна моста знайшлі цела 28-гадовага беларуса. Труп быў без прыкметаў гвалтоўнай смерці. Загінулы працаваў у петербургскім парку Дзіва-востраў. Паводле жонкі загінулага муж сышоў на працу 16 жніўня і знік. Вядзецца расследаванне. Чарговы пікет правялі ў цэнтры Брэста праціўнікі акумулятарнага заводу. Пасля паўдня на плошчу выйшлі больш за 150 чалавек. Тэмай для абмеркавання стаў напад на актывістку Марыю Галалюк. 14 жніўня побач з прахадной акумулятарнага завода яе некалькі разоў ударыў невядомы мужчына, калі яна здымала на тэлефон яго агрэсіўныя дзеянні ў дачыненні да іншага актывіста. Галалюк, якая прысутнічала на сустрэчы, паведаміла, што напісала заяву ў міліцыю. Па факце вядзецца праверка. Сёння раніцой каля 8 раніцы з'явіліся звесткі пра магчымае мініраванне 3 гатэляў у Мінску. Гэта Беларусь, юбілейныя гарні. Высветлілася, што такія пагражальныя лісты прыйшлі і на пошту чыгуначнага вакзала, і ў нацыянальны аэрапорт Мінск. На месцы працавалі сапёра-піратэхнічныя ды следча-аператыўныя групы, іншыя службы. Веўся пошук выбухоўкі. Нічога не знайшлі. Мінская хакейная «Дынамо» прайграе 5-й матч запар. 19 жніўня ў гульні за 3-е месца ў Кубку Салея зубры саступілі ў авертайме грузінскаму Нёману 2-3. Раней яны саступілі ўласнаму фарм-клубу з Маладзечна 2-4. У фінале Кубка Салея згуляюць юнацтва і маладзечанская «Дынамо». Еўрарадыё.фм. Мы працягваем жывы эфір Еўрарадыё разам з Ірэнай Катвіцкай, беларускай спявачкай, якая разам з гуртом Варсоба. Тут відаць, пачынаецца, правда? Як правильно так сказаць, так? Ірэна плюс Варсоба. Гэта вось гурт, які праз 3 тыдні выпусціць дэбютны альбом. І у мінулай частцы мы спыніліся на фолк-тэрапіі. Гэта сапраўды вельмі цікава. То бок ты кажаш, што некаторыя дзеці ў гэтых реабилитационных центрах упершыню пазнаёміліся з музыкай. Да, в реабилитационном центре дети со всей Беларуси, и они с очень сложными диагнозами. И некоторые из таких вот мест, где доступа к музыкальной школе нет. Некоторые дети в таком состоянии, когда они даже и не могут заехать в эту музыкальную школу. И для них, знаешь, такое было открытие, что музыка — это что-то интересное, живое, поскольку, я им все время рассказываю, а я была вот в Италии, я приехала из Швейцарии, а я поеду в Польшу, я знаю языки, а я работаю, пишу музыку для кино, я пишу музыку для компьютерных игр. И у них создается вот такое правильное понимание о том, как музыка может быть использована и как это может быть в дальнейшем их профессией, потому что очень важно, некоторые люди не мобильны будут, и для них очень важно иметь какую-то профессию на удаление. То есть с точки зрения того, что они получили новые навыки и новые импульсы для своей жизни, их родители очень оценили еще этот момент, что у них раскрывались какие-то новые такие возможности. Где-то, 15% детей просто захотели пойти в музыкальные школы, и родители стали там как-то договариваться, покупать инструменты, что-то. Происходили очень такие правильные, хорошие вещи. Я продолжаю сейчас этот проект. Он мне очень много дает энергии, мы очень много обмениваемся этой энергией с детьми, я их очень люблю, они мне очень много дают. У нас есть обязательное потом общение после уроков, они мне иногда пишут там в Вайбер и ВКонтакте, слушают музыку или что-то там спрашивают, у вас новый клип, а это вообще про что? В общем, очень такое хорошее, теплое общение и очень интересная вещь. И мне бы вообще-то хотелось показать этот фольк-терапию белорусскую, конечно, не только у нас в стране. Мне кажется, она вообще может быть очень интересна и востребована в разных странах. Я думаю, что как раз следующий год, я как бывший учитель всегда мыслю учебным годом, то есть с сентября у меня год начинается. Я думаю, что как раз-таки я посвящу это в других странах, этот проект покажу. Слухай, сапраўды, твоя педагагічная дзейнасць зараз
засярожана на вось гэтай працы, так? Не што только. адразу узгадваеш і раду, так? І Да. вось ты зараз, можа быць, прыватныя нейкія урокі яшчэ даеш? У меня есть несколько любимых студентов, которым я продолжала давать вот сейчас вот уроки. И это Вера и Олесь, и они сейчас записали альбом. Они записали в альбоме 10 композиций. 9 из них — это традиционные песни белорусские, причем они демонстрируют полесскую традицию машиноших спевов. И одна композиция, которую я им написала, очень такая, она современно-модерновая, мы на нее сделали клип, он собрал там много тысяч просмотров в Фейсбуке, их оценили, кстати говоря, больше зарубежные слушатели. И она такая очень прикольная, то есть там где-то, не знаю, около 60 треков, все сделано только голосами, басовые линии, бэки, хоровые какие-то вещи, мелодии. Ну, в общем, большая была работа, очень интересная. Вот у них сейчас тоже как раз выходит альбом, тоже на этом же лейбле. И тоже это будет очень, ну, как бы так волнительно, интересно. У них он тоже первый. Очень красивые у них обложки сделаны. Ну, в общем, такая работа была большая, потому что одна из них — это моя дочь, я ее ращу, так понятно, с роддома. А второй — это мой любимый студент, ученик. Я его с 8 лет воспитываю, сейчас ему 18 лет. Вот он как раз поехал учиться в другую страну, физика космоса. Он очень интересный и мощный физик. Поэтому будет ли это их хобби, будет ли это их профессия, я абсолютно не знаю. Суть как бы не в этом. Нам надо было очень запечатлеть их опыт и их вот такую любовь к своим традициям, к своим корням, потому что мир стал очень мобильный, и дети разъезжаются, и они учатся в разных странах, они потом живут в разных странах. Но то, что они это понесут с собой, уже несут, вот это мне было очень важно. Давай паслухаем чарговы трек. Я нагадаю, што мы сёння гаворым у тым ліку і пра альбом, пра дэбютны альбом праекта Ірына плюс Варсоба. Альбом будзе мець назву «Разок». Да. Не-не-не, это не «Разок». Нет. Альбом назву Так, «Разок», «Разок», а песня а песня, «Сокол». ну, Да-да-да. «Сокол». Да. З високого неба просі родинка, що тобі потреба. Дай вопрички, дай ватнашки, ясные вочки. Працюй, сиротинка, аж до самой ночки. Боже, що не Люсеньки, ти ж я не робила, коли ж моя работочка никому не мила. Никому не мила. Никому не мила. Никому не мила. Сиротинка, аж до самой ночки. Боже, что не Люсеньки, ты ж я не родила, коли ж моя работочка никому не мила. Никому не мила. Гэта адзін з трэкаў, які вы пачуеце на дэбютным альбоме праекта Ірына плюс Варсоба. Так, альбом будзе называцца «Разок», і выйдзе ён на розных лічбавых пляцоўках праз 3 тыдні. Вы збіраеце яго недзе прэзентаваць? Маша, ну мы пришли до тебя презентовать его.
Ну, просто насамрэч цікава было б вось на гэта ўсё паглядзець нажыва, правда? Мне таксама было б гэта цікава, но мы пакуль не плануем такую прэзентацыю Слухай, ну тое, што вы як бы абмежавалі сябе ў канцэртнай дзейнасці, но звязана менавіта з тым, што у вас ва ўсіх шмат праектаў, ці вы не бачыце ну нейкай неабходнасці такого наўпроставага кантакта з гледачом, са слухачом? Ну, у нас год таму былі канцэрты, яны амаль часта атрымліваліся, але зараз нас больш так цікавіць запіс, работа именно студийная. В рамках концерта ты не можешь сделать все 10 тысяч бэков, ты не можешь сделать все вот красивые штуки, которые тебе хочется. Поэтому пока мы посвятили себя вот студийной работе. Может быть, в дальнейшем это будет концертная деятельность, но мы пока не планируем. Ну, цікава. Насамрэч, так нават незвычайна, што гурт вырашыў так засяродзіцца на этой працы. Ну, таму што, бачыш, звычайна беларускія гурты, яны ўсё ж любяць збіраць хаця б нейкія маленькія, але залы, нейкім чынам так, ўсё ж нейкую публіку сабе. Ну, я думаю, может быть, это можно сделать в интернете. Ну, так, у прынцыпе, натуральна. З іншага боку, як бы кожны ваш праект, мне падаецца, мае і так досыць публікі, і ўжо проста вашы імёны будуць да сябе клікаць. Может быть, посмотрим. Пока таких просто планов нет. Вы нейкім чынам вось думалі, для каго гэтая ваша музыка? Яна ўсё ж арыентавана больш на замежнага слухача ці на беларускага? И гэта які ўзрост мусіць быць? Маша, ты знаешь, я думаю, что как бы разделить сейчас уже, наверное, нельзя. Мы все в одном поле находимся, да, то есть если взять, например, твой плеер, я уверена, что там очень много не белорусской музыки, да, ну и у каждого так. То есть мне кажется, тут уже трудно разделить, для какой конкретно публики. И мне когда-то показалось правильной, понимаешь, наверное, менеджер, продюсер, все люди, которые занимаются администрированием, структурированием продукта, они обязаны заниматься понятием там, целевой аудитории, всеми такими вещами. Я, как свободный художник, обязана заниматься только тем, что мне действительно нравится, потому что туда я вложусь по полной катушке. Поэтому вопрос целевой аудитории, для кого это, или какой это будет возраст, или пол, или какая страна, он... Ну, скажем честно, меня, да, не так интересует, как записать 10 тысяч бэков для песни и посмотреть, какие из них 9 тысяч лишние. Ну, бачиш, тут некая такая добрая доля эгоизму присутнейшая. Может быть, но на самом деле мы все немножко, как когда-то мы с Пукстом общались на эту тему, мы как бы создаем музыку для себя, мы являемся вот этим слушателем своей собственной музыки. И это самое, интересное, что может происходить в жизни. Ну, мы же все фанаты музыки, у нас вот эти процессы, они для нас самые кайфовые, да, потому что работаем мы только потому, что у нас кайф от этого. Это же не работа, как работа там по контракту и так далее. Абсолютно самостоятельная деятельность, саморегулирование и все такое прочее. Интересно это делаем, а остальное не так интересно. Круто, у нас даже нету, да, такого, там, типа, вот, мы должны пробить стену, мы должны там продать столько, собрать столько-то людей, там, 10 тысяч фестивалей. То есть мы создали музыку, она вошла в пространство. Очень будет круто, если это все сработает. Но лично мне будет круто, даже если просто его послушаю. В свое удовольствие. Слухай, дзякуй вялікі за те, што завітала, дзякуй за трэкі. Я нагадаю, што госці сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стала спявачка Ірына Катвіцкая разам з праектам Ірэна плюс Варсоба. Ірына запісала дэбютны альбом гэтага праекту, і альбом «Разок» выйдзе праз 3 тыдні на лічбавых платформах, так што чакайце, набывайце, слухайце. Дзякуй, што запрасілі. Сустрэнемся ў інтэрнэт-прасторы. І на канцэртах я ўсё адно спадзяюся. Дзякуй. Шчасліва.